Торгово-промышленную палату Абхазии Геннадий Гагулия возглавил в 2002 году сразу после создания организации. В том же году ему пришлось покинуть ТПП и занять должность премьер-министра Абхазии. В 2005 году он снова возглавил палату. За более чем 1,5 десятка лет Торгово-промышленная палата Абхазии наладила контакт с российскими деловыми организациями, с которыми подписано около 60 соглашений, а также соглашения с ТПП других стран. Под руководством Геннадия Гагулия было создано огромное количество международных торговых контактов. Благодаря деятельности Торгово-промышленной палаты коммерческие связи были установлены по всему миру. Но все это было бы невозможным, если бы во главе организации не стоял бы такой преданный своему делу человек, как Геннадий Гагулия. Это был очень большой патриот своей страны, своей родины. Человек просто делал все для того, чтобы Абхазия могла добиться высоких результатов в рейтинге других стран. Это и вся его деятельность в торгово-промышленной палате была направлена именно на это. В моей жизни Геннадий Леонидович оказал большое-большое влияние, и я считаю его своим наставником, человеком, который многое в меня тоже вложил в том числе. Сотрудники ТПП Абхазии, с которыми Геннадий Гагулия проработал не один год, в один голос называют его выдающимся руководителем, который мог найти общий язык абсолютно со всеми, вне зависимости от возраста. Это был человеколюб. Невозможно было в него не влюбиться с первого общения. Я очень часто удивлялась, как и мои коллеги, которым посчастливилось быть с ним в разных рабочих командировках, как от первого общения люди в него влюблялись. Мы всегда спрашивали у него: Геннадий Леонидович, как вам это удается? Вас же совсем не знают, а вас так любят, так уважают. Сотрудники ТПП не могут скрыть свою боль. Это был не просто знаток своего дела, грамотный управленец, но и широчайшей души человек, говорят они. Мы спускались с ним, ехали навстречу, очень спешили. И увидел, женщина сидела на лестничной площадке и плакала. Он остановился, спросил, что с ней. Минут 15, несмотря на то, что спешил, слушал о ее проблемах, спросил у нее, голодна она или нет, и вытащил из кармана деньги и подарил ей. Он не знал ее вообще, кто она и что она. Но таких людей, которые приходили в палату, которым он помогал и которых он не знал вообще, и тех, кто знал, было очень много. Лучшей похвалой для нас был его молчаливый одобрительный кивок, признаются члены коллектива Геннадия Леонидовича. Он научил не бояться ошибок, ведь они, как убеждал их Гагулия, неотъемлемая часть роста. Наверное, не я первая скажу, что он действительно в прямом смысле этого слова был уникальным руководителем. Он обучил нас очень многому. Мы, шутя, говорили ему: Геннадий Леонидович, вы научили нас делать не только свои дела по своей профессии, по своей деятельности, вы научили нас разбираться во всех сферах, тех, с которыми мы сталкивались. Он был очень строгим и требовательным руководителем, но он был очень благородным руководителем. Любое дело, за которое брался Геннадий Гагулия, он неизменно доводил до конца. Это был человек требовательный к себе. Того же он ждал и от своего коллектива. Мы отмечали 20-летие Победы. Геннадий Леонидович очень бережно относился к памяти воинов и к памяти Победы. В честь этого организовали мероприятие и заказали из Турции печатную продукцию. Корабль прибыл, но мы не могли выгрузить эти книги, эти журналы, потому что был сильный шторм. И Геннадий Леонидович вызвал меня и сказал, что мы должны любыми путями это достать и вытащить груз. Когда я спросил, как мы это сделаем, он сказал: сядете на лодки, на шлюпки, на катамараны, как хочешь, но вы это сделаете. И в итоге вот задание это было исполнено. Геннадий Гагулия заложил тот фундамент ТПП Республики, который стал крепкой основой для ее дальнейшего развития и процветания. Он воспитал замечательное поколение профессионалов, которые, мы уверены, продолжат начатое им дело.